Традиционно накануне Дня народного единства в России проходит большой этнографический диктант. В Сосногорске одной из офлайн-площадок выступил Центр коми и национальных культур. Проверить свои знания и принять участие в этнографическом тестировании пришли люди разных национальностей и возрастов. Сегодня в Центре коми и национальных культур пришли люди нашей национальности, пришли молодежь. Очень приятно, что сегодня была молодежь. Приятно, что люди отзываются, что с удовольствием приходят на этнодиктант. Ну и это вот как бы самовыражение, и это о том, что мы россияне, мы все дружны, и мы все любим нашу родину, Россию. Несмотря на название «диктант», задания для участников оформлены в виде теста. Первая часть включает в себя 20 вопросов и является общей. Второй блок состоит из 10 вопросов и посвящен истории и культуре каждого отдельного региона. Так получилось, что я являюсь учителем географии, и, естественно, считаю, что необходимо просто такие вот проходить диктанты. Я очень рада, что они в нашей стране есть, потому что это еще раз показывает на то, какая наша страна удивительна, как она многообразна, интересна. Конечно, это, опять же, возможность узнать что-то новое. Стоит отметить, что с каждым годом желающих принять участие в мероприятии становится только больше. Результаты будут известны 12 декабря, на День Конституции Российской Федерации. Также в Центре коми и национальных культур уже традиционно в рамках Дня народного единства проводят круглый стол с национально-культурными автономиями. На круглом столе мы обсуждаем вопросы по реализации государственной национальной политики. И сегодня мы хотим поделиться с национально-культурными автономиями итогами поездки в Инту, где прошел республиканский этнофорум «Мы россияне». Познакомились с прекрасными людьми, которые нам показали город, которые организовали экскурсии, мастер-классы. Сотрудники поделились полученными знаниями и опытом с председателями диаспор. В рамках круглого стола все причастные обсудили дальнейшие планы и совместные национальные проекты. Директор Центра Надежда Чугунова поблагодарила присутствующих за плодотворную совместную работу и поддержку. Мария Лидовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Сотрудниками ГИБДД на постоянной основе проводятся рейды, направленные на пресечение правонарушений правил дорожного движения. Сегодня представители службы вышли на дорогу с особой проверкой. Мы взаимодействуем с служебной собакой, которая у нас научена на выявление наркотических средств, взрывчатых веществ, запрещенных на территории Российской Федерации. Напомним, что провоз и хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотических средств без особых разрешительных документов грозит наложением административных штрафов и уголовной ответственностью. Также проверка была направлена на выявление лиц, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Виктор Стаканов поделился с нами статистикой за год. На территории Сосногорского района у нас уже выявлено 128 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. И уже составлено 28 протоколов, направленных в суд для рассмотрения по 264 прим. 1. Это повторное управление в состоянии алкогольного опьянения. С приходом зимы на дорогах становится небезопасно даже трезвому водителю, ведь состояние дорожного полотна сильно зависит от погодных условий, и водителям необходимо быть особенно внимательными. ГИБДД по городу Сосногорску предупреждает водителей о том, чтобы соблюдали скорость дорожного движения, пункт 10.1 правил дорожного движения Российской Федерации, чтобы соблюдали скорость обязательно, скоростной режим, выдерживали дистанцию, необходимую для выполнения маневров. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны и осторожны. Мария Лидовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. За 9 месяцев 2023 года у нас характеризуется снижение преступности незначительное 4,7%. Было у нас зарегистрировано в этом году 574 преступления, в прошлом году за аналогичный период зарегистрировано 602 преступления. В целом тяжких преступлений сотрудниками криминального блока стало выявляться больше. Однако имеются у нас проблемные моменты. Это снижение преступлений
по наркотикам, снижение преступлений по выявлению оружия и снижение преступлений экономической и коррупционной направленности. Намечены у нас грандиозные планы по исправлению данной ситуации. Работаем очень активно как с населением, так и с Советом ветеранов по искоренению преступности в городе Сосногорск. Активно планируем работать в дальнейшем, есть уже определенные наработки. За последний месяц у нас прошло 2 реализации по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Недавно, как позавчера, был задержан гражданин, который с Сахалина привез в город Сосногорск наркотические средства в размере свыше 3 граммов. Гражданин был задержан, сейчас находится в СИЗО. У нас повышено, к сожалению, повысились количество преступлений в сфере дистанционного мошенничества. Пенсионеры передают денежные средства преступникам посредством телефонных переговоров. Им звонят там мошенники, представляются сотрудниками банка, предлагают поиграть на инвестициях, предлагают перевести деньги на безопасный счет. Пенсионеры этому верят и выполняют инструкцию, которую им диктуют мошенники. В то же время отделом МВД по городу Сосногорск раскрытие данных преступлений стало на 35% больше, чем в прошлом году. Задерживают 2 курьера за последние 3 месяца задержаны, которые ходили из пенсионеров, собирали эти денежные средства. Работа в этом вопросе налажена. Алгоритм отработки данных преступлений у нас уже выработан. Я думаю, и в будущем мы сумеем противостоять этой угрозе. Кроме того, активно сотрудничаем с банками, когда пенсионеры под уговорами мошенников приходят в банки получать кредит, чтобы перевести их мошенниками. Операционисты, уже зная, что мы работаем в этом направлении, они сами также проинструктированы, они не выдают кредит, сразу сообщают нам. В настоящий момент в МВД по городу Сосногорск имеется некомплект незначительный, не влияющий на оперативно-служебную деятельность, но мы в активном поиске молодых, физически развитых и умных людей. Если мужчин, то обязательно прошедших службу в вооруженных силах. Если женщин, то с юридическим образованием. Для соискания должностей в дознании, в следствии и в участковых, в принципе, сотрудники, так как проходят службу в районах, приближенных к Крайнему Северу, уходят рано на пенсию. Обновляем, получается, мы личный состав профессионалами. И в дальнейшем то также планируем обновлять. И приглашаем всех наших сосногорцев, кто хочет себя попробовать в полиции. У нас ряд должностей по морально-деловым качествам. Мы готовы подобрать должность человеку в зависимости от прохождения им психофизиологических тестов. То есть у нас проходит на первоначальном этапе тестирование, и по этому тестированию мы определяем, на какую службу больше подходит данный соискатель работы. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.